Продолжим обсуждать эту тему с Мухиддином Кабири, лидером Национального альянса Таджикистана и бывшим депутатом парламента Республики Таджикистан. Мухиддин, добрый вечер. Добрый вечер. А как вы оцениваете реакцию властей Таджикистана? С одной стороны, то, что мы слышим, это действительно с этим сложно не согласиться. Терроризм ужасен, его ни в коем случае нельзя поддерживать, его нужно осуждать и с ним бороться. Собственно, такой нарратив был со стороны властей Таджикистана. С другой стороны, мы видим, что задержанные – это граждане Таджикистана. Им еще не предъявлено обвинение, но над ними открыто, публично издеваются, их пытают. И здесь мы не видим никакой, скажем так, ноты протеста со стороны властей Таджикистана. Как вы оцениваете реакцию Рахмона? Нас тоже это беспокоит, что Рахмон, как глава государства, он не реагировал уже почти 3 дня. И только он выразил соболезнования, но по поводу того, что издеваются над таджиками, над его гражданами, и по Конституции он обязан защищать права собственных граждан, но по этому поводу пока никакой реакции нет. Несколько дней тому назад, после того, как российские власти объявили о том, что задержали 11 подозреваемых, и все являются гражданами Таджикистана, МИД Республики Таджикистан, он выпустил информацию, распространял информацию о том, что 3 из этого списка, они находятся в Таджикистане, причем давно, то есть они не причастны к этому теракту. Я думаю, что вот такое отсутствие реакции со стороны таджикских властей по отношению, как поступают с подозреваемыми, с гражданами Таджикистана, это можно ее расценивать как своеобразное молчаливое согласие. И это не ново для таджикских властей, потому что такая же практика есть и в Таджикистане по отношению к оппозиционерам, по отношению к преступникам или подозреваемым. Так что я думаю, что если другие государства, нормальные, обычные люди, они реагируют на это болезненно, они призывают российских властей не быть похожим на террористов, не отвечать теми же методами, но таджикская власть, даже когда эти действия совершаются по отношению к его гражданам, сохраняет молчание, это говорит о том, что они поддерживают или не имеют такой смелости защищать собственных граждан. Сейчас уже информация в интернете распространяется, что россияне опасаются иметь какие-то контакты с гражданами Таджикистана, отказываются от такси, если водитель гражданин Таджикистана, отменяют заказы доставки еды. То есть мы видим, что сейчас после теракта люди напуганы. Как вы думаете, как это в дальнейшем будет отражаться сейчас вообще на жизни граждан Таджикистана именно в России? Мы очень опасаемся, что весь этот негатив против мигрантов, вообще исламофобия, мигрантофобия, она будет направлена именно против таджиков. И эта фобия и негатив будет иметь конкретный адрес, а этот адрес таджикский мигрант. К нам тоже поступает очень много сведений, очень много информации. И одновременно с этим я хочу поблагодарить тех людей, российских видных деятелей, политических деятелей, ученых, журналистов, которые призывают к тому, чтобы относиться к нормальным таджикам без пристрастия и не оскорблять, даже призывают защищать их интересы. Но этот случай как раз на руку националистическим силам, уропатриотам Российской Федерации и тем силам, которые хотят показать на таджиков свою силу, весь этот негатив. Так что я думаю, что здесь как раз задача не только нас, как оппозиционеров, общественных деятелей, но прежде всего руководства Таджикистана действовать сообща со своими российскими коллегами для того, чтобы защищать более 2 миллионов таджиков, которые работают, живут в России. Но судя по тому, что реакция очень слабая, я боюсь, что таджики в России останутся
одни против этого. Ну, уже мы видим, что говорят о необходимости ужесточать миграционное законодательство, идут уже повальные проверки. Я думаю, что мы еще неоднократно вернемся к этой теме в рамках нашей программы. Спасибо вам большое за участие. Мухаммедин Кабири, лидер Национального альянса Таджикистана, был гостем программы «Вот так».